Доброе утро, Якутия! На календаре 12 июля, среда. Вновь вместе встречаем новый день, и в студии в ближайший час с вами я, Ксения Еремеева. И вот о чем поговорим с вами сегодня. Лето этого года в средней полосе России выдалось действительно жарким. Яркое солнце, духота, горячий воздух – серьезное испытание для организма. Наша рубрика «Мой доктор» расскажет о правилах поведения в жару. Позади уже половина лета, многие пенсионеры задаются вопросом, как получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Подробно, как это сделать, нам расскажет наш гость из центра «Мои документы». Под руководством опытных преподавателей и с помощью современных учебных программ студенты Чукотского филиала СВФУ получат все необходимые знания и навыки для создания успешной карьеры. Для абитуриентов мы подготовили полезную информацию о Чукотском филиале СВФУ, который предлагает широкий спектр образовательных возможностей. И с наступлением жарких дней люди устремляются на природу, к речке, особенно жители городов. Расскажем о новом формате отдыха под названием «Глэмпинг». Оставайтесь с нами и традиционно начинаем утро с информации о погоде. По данным гидрометцентра, в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха составила 17-18 градусов тепла. В заречной группе плюс 17-22 градуса, в южных районах 17-19, в Вилюйской группе также 17-19 градусов выше 0. В Нижнеленских районах 18 градусов тепла, в западных 14-19, в Колымо-Индигирской группе улусов от 12 до 17 градусов тепла. В Янских районах 15-23 со знаком плюс, на северо-западе 6-9 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра зафиксирована на отметке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер будет дуть южный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. При грозе ожидаются порывы от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. 240 лет назад в этот день в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Мариинский театр – символ русской культуры. На сцене Мариинского театра в дореволюционное и советское время пели многие выдающиеся певцы, в том числе Федор Шаляпин, Леонид Сабинов, Борис Штоколов и другие. С 1988 года художественным руководителем и главным дирижером театра является Валерий Гергиев. И о том, какие еще важные события отмечаются сегодня, далее в нашей рубрике. 12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Считается, что профессия возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека для обеспечения сервиса в полете. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было небезопасно. Сегодня также День фьорда в странах Скандинавии. Праздник отмечают 3 дня. По народному календарю 12 июля – Петров день. Если идет дождь, то весь сенокос будет мокрый, а смена погоды, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулит плодородие. 12 июля 1561 года на Красной площади в Москве осветили Покровский собор, известный как Храм Василия Блаженного. 12 июля 1783 года в Петербурге создали Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. В этот день в 1917 году в ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия применили отравляющий газ иприт. Сделала это Германия с целью сорвать наступление англо-французских войск. 12 июля 1943 года в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны – Курская битва. 12 июля 1988 года СССР запустил автоматическую межпланетную станцию Фобос-2.
12 июля 1854 года родился Джордж Истман, американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak. В этот же день, в 1876 году, родился Сергей Удочкин, русский спортсмен и один из первых русских летчиков. 12 июля 1884 года на свет появился Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор. 12 июля 1946 года родилась Валентина Толкунова, советская и российская певица, народная артистка РСФСР. Именины в этот день отмечают Григорий, Павел и Петр. Позади уже половина лета. Многие пенсионеры задаются вопросом, как получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Подробно, как это сделать, нам расскажет специалист клиентской службы регионального центра телефонного обслуживания центра «Мои документы» Юлия Куприянова. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Рады приветствовать вас сегодня здесь, в это утро у нас в студии. И первый вопрос, конечно же, который всех нас интересует: кто имеет право на такую компенсацию, получить деньги за проезд? По данной мере поддержки могут обратиться пенсионеры, не работающие, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. То есть работающие пенсионеры уже не имеют права получить компенсацию? Да, все верно. Хорошо. Какие виды компенсации существуют? Существует два вида компенсации. Это у нас первый тип – это на предстоящую поездку в виде проездных талонов. Да, то есть пенсионер желает поехать на отдых, но не желает тратить свои денежные средства. В данном случае он обращается для получения данных талонов, для того, чтобы их обменять в будущем либо в авиа, либо в железнодорожных кассах, точнее. Да? Второй тип компенсации – это уже по фактически понесенным расходам, то есть пенсионер уже съездил куда-то, да, на отдых и теперь желает компенсировать свои расходы. Нужно будет при этом ему предоставить платежные документы, проездные документы. То есть все товарные чеки со всеми печатями, да, подписями, со всеми этими необходимыми моментами. Как часто можно использовать данный проезд? Данный проезд можно использовать один раз в 2 года. Двухгодичный период он исчисляется с 1 января после подачи ранее поданного заявления. Да? Например, если пенсионер, условно скажем, да, обратился в этом году за компенсацией в мае месяце, то следующее право у него возникает уже с января 2025 года. Главное дождаться года, получается. То есть от месяца это не зависит. Месяца, да, не зависит, вне зависимости. Отличная новость, Да. на самом деле. Получается, что можно как бы и не раз в 2, можно и в 1,5 года. Ну, да? как бы, да, получается, что фактически, так. Да, если по что да, документам. да, всё верно. На каком транспорте можно путешествовать, да, чтобы получить компенсацию? Только ли это самолет или подразумеваются какие-то пароходы, поезда, автобусы, такси? Да, не обязательно только авиаперелет, да, существует 6 видов транспорта. Компенсация возможна по железнодорожному транспорту, воздушному транспорту, да, авиаперелеты. Это у нас также дополнительно речной внутренний транспорт, морской транспорт, автомобильный транспорт, это предусматривает автобусы, такси также, да, по Республике Саха-Якутия, если такси говорим. И также с прошлого года можно компенсировать проезд на личном транспорте. Да, но тут хотела бы уточнить, что именно компенсация возможна в случае, если оплата производится, точнее, проезд производится к месту отдыха и обратно. Да, имеется в виду, сочетание двух транспортных средств тут не предусмотрено. Да, если поехали на машине, нужно вернуться также на машине. То есть вот так вот, да? Да, Это например, важный такой если нюанс. авиаперелет, да, сперва и потом обратно на машине, так, к сожалению, компенсация, Нельзя. да, не будет предусмотрена. Но это ведь не всем удобно, может быть, ну вот по разным каким-то Но тут обстоятельствам. обязательно условие, что к месту отдыха и обратно. Все-таки, если хотите получить компенсацию, ну как бы люди должны подразумевать, что нужно на самолете туда и также потом обратно. Да, А всё вот верно. вопрос по такси. Вот, ну, не все ведь службы могут предоставить какие-то вот чеки, какие-то документы, подтверждающие факт поездки. Как тогда быть? Или все-таки, опять же, нужно позаботиться о том, чтобы найти такую службу, которая предоставит Да, вам, да? все верно. Сама Да, это ответила. Это нужно будет как-то в любом случае подтвердить о том, что действительно, да, перевозчик. А если, допустим, сумма. пенсионер отправился путешествовать на своем автомобиле, Так. тогда как?
Просто Ему чеки с нужно будет... бензоколонки. Да, все верно. И тут компенсация производится именно по той части маршрута, где курсирует железнодорожный транспорт, по той стоимости. Даже тоже так. Да. Мгм. Хорошо, спасибо, важно. Да, может быть, какие-то есть еще вот такие вот нюансы, которые важно учитывать, то есть, да, чтобы человек был готов, потом не удивлялся, да, что оказывается это вот так, а он думал, что эдак. Ну вот, может быть, сориентируете, ну, если что-то вспомните. Какие-то Ну, такие. сейчас я прям так и не вспомню, к сожалению. Да? Если есть вопросы, можно обратиться к нам в региональный центр телефонного обслуживания по номеру 8 800 100 ровно 22 16. Да, Да, и мы вот. подробно уже какие-то, если нюансы есть, мы уже разъясним. Мгм. А вообще, как часто люди обращаются вот за получением компенсации? Эта услуга довольно-таки популярная, да, очень часто, круглогодично обращаются по данной мере поддержки. А в течение какого времени можно получить компенсацию? Сроки рассмотрения — это у нас 10 календарных дней рассматривает Социальный фонд России. Ага. И плюс дается 3 рабочих дня на обработку документов центром «Мои документы». Выплата производится с очередной пенсией пенсионера неработающего. Мгм. А документы какие нужно предоставить для того, чтобы получить? Пакет документов следующий — это паспорт гражданина Российской Федерации, самого пенсионера. Если обращается представитель, это также паспорт представителя. Мгм. И также доверенность от имени пенсионера, она может быть представлена в простой форме, без Мгм. нотариального заверения. Мгм. Также номер СНИЛС, сами проездные документы. Если за билеты оплачивало третье лицо, то потребуется дополнительная расписка о получении денежных средств Мгм. от того лица, кто оплачивал за билеты. Мгм. Так, по пакету документов это все. Наверное, все. Ну, если вдруг что-то там упустили, всегда можно обратиться к конечно. ваш центр поддержки. Да, всё верно. Да, вот, знаете, хотелось бы все-таки, Юлия, такой вот подытожить все то, что вы сказали. Давайте какой-то такой короткий план, вот с чего начать и к чему прийти, да, чтобы последовательно, что должен сделать пенсионер, чтобы получить компенсацию от и до. Вот такой ориентирчик такой, можете нам? Так, но если мы уже резюмировать. говорим компенсация, да, по уже фактически понесенным расходам, да, то нужно будет самое главное — это сохранить все билеты, маршрутную квитанцию и непосредственно уже обратившись либо в центр «Мои документы», можно обратиться напрямую в клиентскую службу Социального фонда Мгм. России, либо же, если у пенсионера есть подтвержденная учетная запись на госуслугах, он может подать электронно, да, что очень также удобно, Да. не посещая. Спасибо большое, Мгм. Юлия. Вам Очень спасибо полезная, большое. нужная информация с утра. И о не менее важных событиях в продолжении часа передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Владимир Путин подписал закон о запуске с 1 января следующего года программы долгосрочных сбережений граждан. Программа позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, ранее пояснял премьер Михаил Мишустин. Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Капитальный ремонт школ завершили в 6 школах республики. Работы продолжаются на 51 объекте. Средняя строительная готовность всех объектов 65%. Ремонт ведут в 26 муниципальных образованиях. Всего на работы выделено более 2,5 миллиардов рублей. Напомним, в прошлом году капитальный ремонт прошел в 38 школах в 15 муниципальных образованиях, где учатся более 20 тысяч школьников. Безопасность важнее штрафов. С открытием в Якутии навигации для маломерных судов владельцы лодок и катеров активно выходят на воду. При этом крайне нежелательно попасть в число нарушителей. Судоводителям необходимо соблюдать правила движения по внутренним водным путям. За этим на реке следят патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по республике. Патрули ГИМС ежедневно проводят рейды на городской протоке в районах Даркалаха, Жатая и Магана. Основные нарушения, которые фиксируют практически каждый день, связаны с правилами эксплуатации маломерных судов.
В основном у нас данные рейды проходят по маломерным судам. Это каждое второе судно, не прошедшее техосмотр. Судно, которое не прошло техосмотр, подвергается от 5 до 10 тысяч штрафа. Также судно, которое не прошло, не состоит в реестре, в цифровых реестрах, зарегистрированных от 15 до 25 тысяч рублей. Сотрудники госавтоинспекции теперь могут ограничивать право садиться за руль не явившимся в военкомат. В соответствии с приказом решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. Ограничение будет отменено после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре. Таким образом, граждане, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. Между тем, информационная база обновляется каждый день. Депутаты от фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий выделять участникам спецоперации и их детям квоту на бюджетные места в колледжи и техникумы. По закону в настоящее время участники СВО и их дети могут поступать на льготных условиях на бюджетные места в вузы для обучения по программам высшего образования, бакалавриата и специалитета. Законопроектом предлагается распространить эту возможность на программы среднего профессионального образования. Продолжается деятельность республиканского штаба «Абитуриент». По адресу Водников 1 около 10 представителей среднеспециальных учебных заведений принимают поступающих. Но абитуриентов больше всего интересуют медицинские, финансово-экономические, педагогические профессии. В адрес приемных комиссий поступают более десятка заявлений. Работа республиканского штаба «Абитуриент» облегчает подачу соответствующих документов. Напомним, что в этом году в СУЗах предусмотрено более 6800 бюджетных мест. При поступлении в лицеи и колледжи оценивают итоги аттестатов после 9 или 11 классов. В этот центр входит 3 структурных подразделения. Сам центр был образован в 2020 году путем реорганизации 3 этих профессиональных лицеев. Это Верхоянский, Жиганский и Тикси. Значит, в этом году в приемной кампании по 3 структурным подразделениям идет набор на 2 специальности. Но, к сожалению, поступает к нам местная молодежь, потому что, как вы понимаете, арктическая зона – это своеобразные климатические условия, и то, что отдаленность, очень много таких условий, поэтому все-таки идет именно местная молодежь. Начинаются самые масштабные раскопки в истории республики. Общая площадь исследуемой территории около 2000 квадратных метров. Археологические изыскания проводят на месте старой центральной бани в Якутске по улице Чернышевского, где будут строить 12-этажный отель «Космос». Что успели найти и какую ценность представляет это место, знает Надежда Саханская. Это на первый взгляд может показаться, что работа археолога – только ковыряние в земле. На самом деле здесь необходимо быть очень внимательным, поскольку чуть ли не каждая пылинка представляет собой ценный исторический материал. Это историческая часть города Якутска, одного из древнейших столиц городов нашей страны. Он старше даже, чем Санкт-Петербург, поэтому он представляет достаточно высокий интерес для нас. Начиная с 17 века и заканчивая 20 веком. Тут много очень интересных материалов, которые помогают нам изучить то, как люди того времени жили, и именно степень их развития. Исследуемая часть города особо привлекательна для археологов, поскольку недалеко от этого места располагался первый острог в долине Туймада. Однако активная фаза раскопок на территории старого города началась чуть больше недели назад. И за этот период времени удалось найти немало. У нас монеты 2 19 века, 1858 и 1840 года. И одна монета екатерининская, еще более ранняя, конца 18 века. Следует отметить, что появление в Якутске новой гостиницы на месте снесенной центральной бани обсуждается уже несколько лет. Стоит только задуматься, насколько серьезны проводимые здесь раскопки, учитывая, что строительство отеля «Космос» пока пришлось приостановить. Мы готовились к этому целый полгода как минимум.
то есть подготовительный этап – это когда разрешение принимаем, когда планы строим, когда договариваемся с заказчиком по сумме и так далее, по срокам, потом разрешение. И эти раскопки будут проходить до конца археологического сезона, который мы называем конец сентября, начале октября, то есть до заморозка. Все это должно быть завершено, и уже объект сдан заказчику. Безусловно, найденные материалы станут большим вкладом в изучение исторического прошлого Якутска, поскольку обнаруженные сегодня ценности станут большим подарком к 400-летнему юбилею столицы республики. Проводить археологические исследования на этой местности следовало уже давно, потому что здесь сосредоточен исторический слой города Якутска. Застройки здесь начинались в конце 17-го, начале 18 веков. Как показывают исследования, был уже найден якутский туесок, ориентировочно 18-19 веков. И это самое начало. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. С 20 июня стартовала приемная кампания в средних специальных учебных заведениях Якутии, в которых приходится больше половины, от 6 с лишним тысяч бюджетных мест. Как сообщили в Департаменте государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки, самыми востребованными направлениями являются традиционная медицина, педагогика, финансы и IT. Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета является первой образовательной организацией высшего образования на территории Чукотского автономного округа, реализующей программы высшего образования технического профиля по очной форме обучения. Это уникальное образовательное учреждение, расположенное в самом восточном уголке России. Более подробно на эту тему мы сегодня поговорим с директором Чукотского филиала СВФУ имени Амосова Туярой Егоровной Алексеевой. Доброе утро. Доброе утро, Туяра Егоровна. Расскажите нам про филиал. Очень интересно узнать, что это, как это, что у вас там происходит. Наш филиал вообще был открыт в 2010 году по инициативе руководства нашего университета при поддержке правительства Чукотского автономного округа. Если немного об округе, то в нашей стране существует ряд регионов с низкой плотностью населения и при этом при наличии производственных предприятий, предполагающие высокий денежный доход. Именно к таким регионам относится Чукотка. Но мы знаем, что это Арктика. На сегодняшний день Арктика это является одним из стратегических направлений развития нашей страны, поэтому все компетенции, связанные с Арктикой, так или иначе являются востребованными и актуальными. Что касается специалистов и рабочих, то острая необходимость существует именно на Чукотке в квалифицированных кадрах. И те компетенции, которые мы даем при реализации наших образовательных программ, так или иначе связаны с севером и с арктическими широтами. Так. Мы на сегодняшний день реализуем 3 образовательные программы. Это электроэнергетика, электротехника, теплоэнергетика, теплотехника, информатика и вычислительная техника. Но как мы понимаем, что данные программы являются экономикообразующими для любых предприятий, в принципе. Ну да. И на сегодняшний день у нас идет набор на данные направления подготовки бакалавриата. На каждое направление у нас по 15 бюджетных мест. И мы ждем наших абитуриентов. У нас есть ребята, также обучаются из Чукотского автономного округа, и обучаются студенты также из Якутии. На сегодняшний день, например, мы буквально недавно у нас были выпуски. У нас выпустилось 3 студента из Якутии, и 2 из них остаются там, на Чукотке. Будут там работать. Приносить пользу государству. Как можно поступить к вам? Поступаем мы в соответствии с правилами приема. Выпускники среднего общего образования на базе ЕГЭ – это русский язык, математика, физика или информатика и ИКТ. И на направлении подготовки информатика и вычислительная техника – это русский язык, математика и информатика, там физика не участвует. Для студентов, которые поступают на базе профессионального образования, это экзамены, организуемые вузом самостоятельно. В нашем случае это тесты. Так как, учитывая то, что Чукотка это все-таки далеко, в этом году мы также воспользуемся дистанционными то есть возможностями поступления прекрасно. Для тех ребят, которые будут поступать на базе среднего профессионального образования. И какие условия необходимы для того, чтобы поступить? Условия, это определенное количество баллов, это можно ознакомиться, сейчас, наверное, не буду останавливаться подробно, в правилах приема, да.
Да. И для студентов, вот как это все происходит для студентов? Какие вот у них будут условия при поступлении? Условия при поступлении у нас, я бы сказала, хорошие. У нас вообще наш кампус расположен общежитие, это дом, один дом, вместе общежитие и учебный корпус, все это совмещено. А при этом, конечно, все меры государственной поддержки, как академическая стипендия, социальная стипендия, повышенная стипендия. Есть такое понятие, как стипендия губернатора Чукотского автономного округа. И что хотелось бы сказать, благодаря поддержке правительства Чукотского автономного округа наши студенты даже питаются бесплатно. У нас есть бассейн, наши студенты также посещают бассейн бесплатно для студентов. Замечательные условия. Ну и наши студенты, конечно, занимаются научными исследованиями. Если у нас наш филиал, наше направление, как я уже сказала, они в основном технического направленности, при этом у нас научная деятельность направлена на изучение языков и народов, культуры, малочисленных народов Крайнего Севера, в том числе Чукотского автономного округа. Да, вот в этом учебном году были проведены 2 конференции, как раз-таки, да, в которые тоже принимали участие студенты, которые могут и в организационных вопросах, насколько мы понимаем. Вот тоже расскажите об этом. У нас проведены были 2 конференции, вот весной и осенью. Очень интересные были международные конференции с участием международных участников. И наши студенты, да, они принимают участие не только организационно, но и выступают своими докладами, и потом могут связать свою жизнь вот именно с исследованиями, несмотря на то, что получение образования у них техническое. Да. Но вот поподробнее хотелось узнать, как вообще проходят такие конференции и чем они заняты с утра до вечера, ведь это, наверное, очень интересно. Готовиться, принимать участие, с какими работами они выступают, какие темы. Но вообще, так как эти конференции у нас были связаны с изучением языков и культуры, здесь темы, конечно, у них не связаны с направлениями их подготовки. То есть это темы такие, они рассказывают о своих семьях, например. Даже так. Об истории их семьи, рассказывают там о своем поселке. Например, у нас были такие исследования, связанные с питанием на севере. Также рассказывают о своей о специфике вообще жизни. Да, о специфике жизни в Чукотке, да, ребята. Это же очень интересно. Очень интересно, да. Но также, конечно, мы проводим и студенческие научные конференции, связанные именно с направлением подготовки. То есть эти конференции у нас обязательно, это является обязательным условием к допуску к выпускной квалификационной работе. То есть, по сути, рассказывают свою суть своей выпускной квалификационной работе. Такая практика. Такая практика, да. Необходимая. И у наших ребят есть возможность, но мы идем навстречу, мы участвуем в всевозможных конференциях, которые проводятся и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ребята выезжают, и в Якутии. Мы проводим практику. У нас 2-й год существует такая практика, что ребята приезжают в Якутск и проходят практику в учебном производственном комплексе, который находится в поселке Марха, для подготовки инженеров энергетики. Да, очень, да. Спасибо огромное, да, прекрасная информация. Надеюсь, мы заинтересовали наших будущих студентов, да, 45 мест. 45 бюджетных мест. Да, прием документов у нас идет до 20 июля для тех, кто поступает на базе профессионального образования, до 25 июля тех, кто поступает на базе ЕГЭ. Поэтому ждем наших абитуриентов. Да, хорошо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да. Ну а лето этого года в средней полосе России выдалось действительно жарким. Яркое солнце, духота и горячий воздух – серьезные испытания для организма. Наибольшую опасность жара представляет для маленьких детей, пожилых, болеющих и людей с хроническими болезнями. Наша рубрика «Мой доктор» расскажет о правилах поведения в жару. Доброе утро! Прежде чем мы будем говорить о влиянии жары на сердечно-сосудистые заболевания, перечислю и другие негативные факторы. Неправильное питание, избыточная масса тела, курение, сахарный диабет, метаболический синдром, одним из которых проявлений является снижение чувствительности тканей к инсулину. А также повышается риск развития атеросклероза, злоупотребление алкоголем, низкий уровень физической активности, психологическое напряжение, стресс и наследственность.
В зоне особого внимания люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, диабетом, а также пациенты с ограниченной подвижностью, в том числе лежачие больные. Что делать, чтобы сохранить здоровье в жару? Первая рекомендация для людей, которые уже имеют проблемы в работе сердца и сосудов – не прекращать прием препаратов. Иногда летом пациенты отмечают нормализацию давления на фоне улучшающихся показателей и самочувствия, и они прекращают прием лекарств, что является ошибкой. Избегайте пребывания на солнце с 12 до 17 часов в пиковые температурные нагрузки. Пейте больше воды для поддержания водно-солевого баланса. Кофе, чай и другие кофеин содержащие напитки, включая энергетики, а также алкоголь, исключите из рациона. Если вы работаете, например, на даче, то чередуйте труд с отдыхом, не нагибайте сильно и не опускайте голову вниз. Разгорячившись на летнем солнце, не переохлаждайтесь резко. В жару нельзя прыгать в холодный водоем или обливаться ледяной водой. И, конечно, не забывайте про головной убор. Если вы знаете, что в период летней жары будете проводить время на даче и на отдыхе, подстрахуйтесь, возьмите с собой тонометр, чтобы контролировать уровень артериального давления. Ведь предупредить развитие проблем всегда проще, чем потом избавляться от последствий обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Будьте здоровы! С наступлением жарких дней люди устремляются на природу, к речке, особенно жители городов, утомленные от нагретых солнцем квартир, офисов и улиц с асфальтом. Относительно новый формат отдыха под названием глэмпинг, это вариант проживания на природе с повышенной комфортностью, появляется и у нас в Якутии. Такой формат дает возможность горожанам отдохнуть от будничных забот и в уникальных природных условиях экологически чистых районах. В семейной экологической усадьбе Булун в Амгинском районе побывала наша съемочная группа. Об этом далее в нашем эфире. У куриц заморской породы яйца крупнее, чем у их якутских собратьев, которые содержатся здесь же рядом. В обязанностях 6-летнего льва сбор яиц, кормление куриц. Многодетная семья Афанасьевых не только содержит тут небольшое хозяйство, но и встречает гостей. При помощи родственников на своей родовой земле, доставшейся от родителей, построили якутские балаганы, зоны отдыха со всем необходимым для рыбалки, купания, приготовления пищи. Гостей сюда привлекает прежде всего красивейшая природа Амги. Цветок сардан – это символ Амгинского района. Вот это хотят увидеть. Ну, это сезонный цветок, поэтому неделю стоит и все. И вот река Амга тоже сама красавица. Люди хотят тоже искупаться. Вот это притягивает. Ага. Отличительной особенностью экоусадьбы является то, что здесь все продумано с учетом традиционного быта якутского народа. Деревянные нары, земляной пол, которые, как утверждают хозяева, позволяют еще и ощутить связь с природой. Вместе с тем, все атрибуты комфорта, душевая, туалет, подвесные гамаки тоже есть. А купание в чистейшей воде Амги и отменная рыбалка сразу заставляют забыть о будничных городских проблемах. Смотри, монстр какой-то. Видишь? Что зачем? Сами хозяева усадьбы живут зимой в городе, но отдых летом в своей усадьбе – это еще и возможность воспитать детей в традициях своего народа. Здесь они помогают ухаживать родителям за живностью, учатся рыбачить, охотиться, собирать дикоросы, а главное – отвлечься от смартфонов и других соблазнов современной жизни. Приобщают к такой экологичной жизни Афанасьевы и своих гостей. Некоторые даже попросили, что открыть детский лагерь. Мы поэтому тоже в этом плане тоже думаем. Для супругов, а оба они работники сферы образования, экоусадьба – дополнительный заработок и подспорье, ведь в семье растет 4 детей. Старшие пока в отъезде, Лева – главный помощник родителей. В будущем Афанасьевы планируют расширять свой летний бизнес и предложить отдыхающим еще больше услуг для комфортного и активного отдыха. Туяра Филиппова, Амгинский улус. Полет на вулкан.
Любители походов совершили восхождение к озеру на вершине горы Аждаак. Участники походного клуба «Тричк», в переводе с армянского «полет», по будням работают юристами или финансовыми аналитиками, а в выходные берут рюкзаки и превращаются в исследователей природных красот Армении. Группа совершила восхождение к озеру вулканического происхождения на горе Аждаак в Катайской области. В походах участвуют как профессиональные, Здесь не первый раз, уже второй раз поднимаюсь на эту гору. И вообще я в горах хожу часто, каждые выходные. Обычно я в горах. Ну, в субботу я в городе, а в воскресенье я в горах. Для меня походы в горы – это такая отчасти, наверное, практика самопознания, потому что каждый раз ты фиксируешь свое внимание на красивых местах, и в этот момент ты ощущаешь себя внутри. Нету вот этой вот повседневной городской гонки. То есть ты действительно чувствуешь себя здесь и сейчас. Наш клуб существует 4 года, но многие, конечно же, уже десятилетиями уже туда ходят. Наш тур именно на Аждаак состоит из нескольких частей. Сначала мы на гору Аждаак, потом там есть озеро вулканического происхождения, потом мы уже на вторую гору забираемся, которая называется Кармиш-Каташ на армянском. В походах участвуют как профессиональные альпинисты, так и любители. Гора Аждаак – потухший вулкан и высшая точка гигантского хребта, расположена на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря. По словам организаторов клуба «Тричк», восхождение на эту вершину обладает средней сложностью. Образ жизни. Сегодня мы познакомим вас с уникальной семьей династии оленеводов Тарковых, которая в далекой местности Эймю занимается разведением лошадей и ведет уединенный образ жизни. Чтобы с ними познакомиться, наша съемочная бригада преодолела 400 километров на лодке по реке Мома и сложные перекаты. Ирина Григорьева узнала, почему Тарковы живут отшельниками и в глухой тайге и занимаются любимым делом. В местности Устарың никто не живет. Ближайший населенный пункт до села Сасыр 100 километров, а до административного пункта Хону 120 километров. Мы сегодня наконец-то приехали в семью Тарковых, которая вот единственная семья, которая живет вот в этом населенном пункте в местности Устарың. И вот нас как встречают вот здесь на территории, сразу пасутся лошади. Это якутская порода лошадей, которые семья Тарковых разводит вот уже на протяжении 20 лет. Вот смотрите, они совсем не боятся людей, сами подходят, можно сказать, здороваются. Знакомьтесь, это семья Тарковых, Альберт и Анастасия. Они коренные момские эвены, древнего рода Кукуюн. Это родовое гнездо в устье Эймю построил отец Альберта и его старшие братья. Здесь они проживают больше 10 лет. Поблизости на 200 километров ни души, но здесь они живут душа в душу. Настя родом из поселка Кунтек, с верховьев Амулевки Магаданской области. Поэтому Настю здесь называют Магаданкой. В Сасыр – Чистай. Она приехала с дедушкой 18 лет. И только здесь выучила якутский язык. 12 лет назад во время работы в оленеводческом стаде познакомилась со своим Аликом. С тех пор и живут. Я когда первый раз сюда приехал, тяжело было, конечно. Потом я сразу уехала через 1,5 года. А через год обратно приехала. Альберт Тарков – гордый сын тундры. Род Тарковых сильный, как Момские горы. У него большая семья – 6 братьев и 1 сестра. Родители Михаил Афанасьевич и Евдокия Ивановна работали оленеводами в совхозе «Искра». Сейчас им под 90 лет. Евдокия Ивановна работала воспитателем в детском саду. Отец Михаил Афанасьевич – охотник, промысловик. Все свои знания родители передали детям, а они, в свою очередь, своим. У семьи Тарковых 6 детей, 16 внуков и больше 20 правнуков. Родословное древо Тарковых растет. У Момска-Наледи на попечении младшего из Тарковых около 90 лошадей, 6 табунов и табун отборных ездовых.
Тарковы признаются, к лошадям относятся как к своим детям. Может быть, поэтому они здесь особые и необычайно красивые. Кытыл – это уникальная местность, которая находится около устья Эйемю. До этих мест без проводников не добраться. Места здесь труднодоступные. Сложность прохождения на реке Мома создают встречающиеся мели и пороги. Пастбища здесь плодородны, ведь тут растет хвощ пестрый, трава с уникальным биологическим составом, провитаминами и минеральными веществами. Поэтому выпас на таких пастбищах для Тарковых – подарок от суровой народной земли. Северное арктическое лето, оно очень короткое. В Момском районе растет специальная трава такая, необычная. Да? Вот благодаря этой траве лошади запасаются жирком, можно сказать, на зиму. И в итоге получается мраморное, самое вкусное мясо в Якутии. Затраты на содержание лошадей большие. Транспортные расходы на завоз зернофуража и ГСМ доставляют много хлопот. Для выезда на отдаленные участки, там, где находится табун лошадей, непросто. Зимой нужно ехать на буране, а летом на моторной лодке. А один сток сена на севере почти золотой, ведь и сенокос проходит здесь в тяжелых условиях. Семейный уклад в этом отдаленном месте не так уж далек от первобытного. Мужчина здесь охотник, а хозяйство на хрупких женских плечах. О таких, как Настя, здесь говорят просто. Есть женщины в вавенских стойбищах. Настя и оленя на скаку остановит, и на буране съездит, и рыбку поймает. Тут, допустим, говорят, ну как вы без отпуска живете вот здесь с лошадьми, да? Это же образ жизни. Образ жизни это. Человек постоянно к этому привыкает. И, допустим, мы в поселке там от силы, может быть, месяц будем. А там уже все время думаешь, как они там, что с ними, и уже постоянно стремишься обратно. Они как дети же, как дети маленькие. Несколько лет назад Таркову установили спутниковые тарелки. Подключили слабый, но все же интернет. Теперь здесь есть цивилизация, шутят хозяева и вспоминают. Раньше жили при свечах. Электричество появилось только 3 года назад. Жизнь у нас налаживается. Наконец-то появилась связь и техника. Раньше у нас был один радиоприемник, и перемещались мы только на лошадях. Благодаря солнечным панелям, которые они купили за 100 тысяч, теперь они узнают последние новости. Утро в местности Кытыл каждый день начинается одинаково. Настя идет за водой, чтобы вскипятить чайник. Завтрак и снова работать, следить за лошадьми. Признаются, ни разу не ездили в отпуск. Летом сенокос, осенью переезд в зимнюю базу, а с приходом весны переезжают уже в 3-ю. В этом году пытались участвовать в получении гранта, но не прошли. Жизнь Таркова крепко связана с сельским хозяйством. Родители передали своим детям главное – любовь к момской земле. Тарковы мечтают создать и развить фермерское хозяйство по разведению табунных лошадей и вывести свою особую чистокровную породу, но уже под своим брендом – Тарковы. Доброе утро! Мы вновь приветствуем всех тех, кто только что присоединился к нам. Впереди еще много полезной и интересной информации. И прямо сейчас новостной блок в продолжении эфира. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Премьер Михаил Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром» сообщил, что разработка самолета Ту-214 полностью завершится до конца следующего года. При этом в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. Также глава Кабмина обратил внимание на то, что осенью начнутся комплексные испытания суперджета с установленными двигателями ПД-8. Мишустин также рассказал, что к своему первому полету готовится широкофюзеляжный лайнер-гигант Ил-96-400М. А на флагмане МС-21 сейчас завершаются работы по замене целого ряда зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки.
За предоставление иностранным гражданам, работающим без патента или разрешения на работу торговых мест на розничном рынке, предусмотрят административные штрафы. Такой закон подписан президентом и опубликован на официальном портале правовой информации. Так устанавливается административная ответственность за предоставление на розничном рынке торгового места, складского или иного помещения иностранцу, привлекаемому к трудовой деятельности с нарушением правил. Растет потребность в профессионалах в сфере информационных технологий. Так, по запросу главы республики и Министерства инноваций в сентябре откроет свои двери цифровой колледж «Синергия». Обучение будет проходить очно по 8 направлениям, привлекут специалистов из разных отраслей. Например, у мультипликаторов будет возможность присутствовать на дистанционных лекциях специалистов «Союз мультфильма». Конкурс проведут на основе среднего балла аттестата. Прием длится до 20 августа. Направление цифрового колледжа было выбрано не зря, потому что в данный момент в регионе, в Республике Саха-Якутия есть дефицит IT-специалистов, дефицит специалистов креативной индустрии. Поэтому мы подобрали 8 направлений, в которых есть и IT, как программирование, веб-разработка, так и креативные направления, например, графический дизайн, анимация, анимационное кино. Чемпионат республики по спортингу, посвященный 20-летию Федерации стендовой стрельбы и спортинга региона, пройдет на этой неделе. Соревнования проведут в упражнении «Спортинг Компакт». Чемпионат будет носить лично командный характер. В командных соревнованиях участие могут принять сборные районов и спортивные клубы или трудовые коллективы. Спортсменов разделят на следующие категории: мужчины, юниоры, женщины, ветераны от 55 до 65 лет и суперветераны от 65 лет. Каждый участник обязан иметь свое ружье, а также документы на его ношение и хранение. В Якутске прошла заключительная тренировка сборной города перед 14-й спартакиадой по адаптивным видам спорта. Всего в состав сборной вошли 53 спортсмена, из них 3 колясочника. Команда будет выступать по всем возможным направлениям: волейбол сидя, гандбол, легкая атлетика, настольный теннис, шашки и пулевая стрельба. Тренировки у сборной проводили ежедневно, и, как отмечает специалист по адаптивному спорту, настроены спортсмены только на победу. Сборная команда города Якутска готова к играм спартакиады по адаптивным видам спорта. Мы месяц отбирали команду и на той неделе утвердили окончательный состав команды города Якутска. Мы настроены только на победу и будем, хорошо. Надеемся, что мы выступим достойно и победа будет за нами. Средняя температура Земли 4 и 7 июля составила 17,2 градуса по Цельсию, что превышает на 0,3 градуса прежний рекорд, зафиксированный в августе 2016 года. При определении средней температуры учитываются данные по всем регионам планеты, в том числе над поверхностью океанов. Одной из причин рекорда стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо – колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Отмечается, что температурные рекорды могут быть установлены и в следующем году. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня! Погоня в городских джунглях. Сотрудники Главного управления Росгвардии поймали кошачьего лемура в Южном административном округе Москвы. В Росгвардии заявили, что сотрудники обнаружили животное, следуя по Даниловской набережной. Зверь был напуган и вел себя агрессивно, прыгал на проезжающие машины и местных жителей. Росгвардейцы поймали хвостатого преступника, накормили бананом и передали представителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Ну а наш эфир на этом подошел к концу. Всем плодотворного дня. Я напоминаю о том, что это программа «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Каждый день с понедельника по пятницу в 7 утра мы ждем вас здесь для того, чтобы вместе начинать новый день. Надеюсь, сегодня утро прошло как никогда приятно, вы наполнились хорошим настроением. И сегодня прохладно, сегодня возьмите зонтики с собой, встречайте этот новый день
в хорошем настроении, в хорошем самочувствии. И увидимся с вами завтра в это время. Thank you.